Я мастер. Она своими руками сшила ее мне. У меня нет больше фамилии. Я отказался от нее, как и вообще от всего в жизни. История моя действительно не совсем обыкновенная. Историк по образованию еще 2 года тому назад работал в одном из московских музеев, а кроме того занимался переводами. Жил историк одиноко, не имея нигде родных, почти не имея знакомых в Москве. И представьте, однажды выиграл 100 000 рублей. Вообразите мое изумление, когда я сунул руку в корзину с грязным бельем и смотрю на билете тот же номер, что и в газете. Выиграв 100 000, поступил так. Накупил книг. Бросил свою комнату на Мясницкую. Проклятая дыра. И нанял у застройщика 2 комнаты в подвале маленького домика в садике близ Арбата. Службу в музее бросил и начал сочинять роман о Понтии Пилате. Ах, это был золотой век! Совершенно отдельная квартирка. Напротив, в 4 шагах под забором сирень, липа и клен. Необыкновенно пахнет сирень. И голова моя становилась легкой от утомления. И Пилат летел к концу. Именно так. Пилат летел к концу. И я уже знал, что последними словами романа будут: «Пятый прокуратор Иудей, всадник Понтий Пилат». Всадник Понтий Пилат. Она несла в руках отвратительные, тревожные, желтые цветы. И эти цветы очень отчетливо выделялись на черном ее весеннем пальто. Она
несла желтые цветы. Нехороший цвет. Бум! Она несла в руках отвратительные, тревожные желтые цветы. Нехороший цвет. В Тверской шли тысячи людей. Но я вам ручаюсь, что увидала она меня одного. И поглядела не то, что тревожно, а даже как будто болезненно. Повинуясь этому желтому знаку, я тоже свернул в переулок и пошел по ее следам. Я мучился, потому что мне казалось, что с нею необходимо говорить. И тревожился, что не вымолвлю ни одного слова. Она уйдет. И вообразите, внезапно заговорила она. Вам нравятся мои цветы? Я отчетливо помню, как прозвучал ее голос. Низкий довольно-таки, но со срывами. И как это ни странно, показалось, что эхо ударило в переулке и отразилось от желтой грязной стены. Нет. Совершенно неожиданно понял, что всю жизнь любил именно эту женщину. Вы, конечно, скажете, сумасшедший. Вы вообще не любите цветов? Я люблю цветы, но не такие. А какие? Я розы люблю. выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке. И поразила нас сразу обоих. Так поражает молния, так поражает финский нож.
Для начала открою тайну. Возлюбленную его звали Маргарита Николаевна. С уверенностью можно сказать, что многие женщины все что угодно отдали бы для того, чтобы поменять свою жизнь на жизнь Маргариты Николаевны. Маргарита Николаевна не нуждалась в деньгах. Маргарита Николаевна могла купить себе все, что ей понравится. Маргарита Николаевна не знала ужасов жития в совместной квартире. Словом, она была счастлива ни одной минуты. Так что же нужно было этой женщине, украсившей себя тогда весною и мозгом? Очевидно одно. Она говорила правду. Ей нужен был он, мастер. Скоро стала эта женщина моей тайной женой. Никто не знал о нашей связи. Не знал ее мужа. Не знали знакомые. Она приходила ко мне каждый день. А ждать ее я начинал с утра. Она входила в калитку один раз. А биение сердца до этого я испытывал не менее 10. Она перечитывала написанное, а перечитав, шила вот эту самую шапочку. Она сулила славу, она подгоняла, и вот тут-то стала называть Мастером. мастером. Говорила, что в этом романе ее жизнь. Он был дописан в августе месяце. И вот настал час покинуть тайный приют и выйти в жизнь. Я вышел в жизнь, держа его в руках. И тогда моя жизнь кончилась. Что я помню? Помню осыпавшиеся красные лепестки на титульном листе. Еще глаза моей подруги. Да, эти глаза я помню. Помню, в газете появилась статья.
Враг под крылом редактора. Через день в другой газете обнаружилась другая статья, где автор ее предлагал ударить и крепко ударить по Пилатчине. Я развернул третью газету. Уверяю вас, что предыдущие произведения могли посчитаться шуткой по сравнению с написанным Латунским. Я отравлю Латунского. Нет, 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 нет! Роман был написан, настали совершенно безрадостные дни. Больше делать было нечего. Статьи не прекращались. Но с первыми из них я смеялся. Чем больше их появлялось, тем более менялось мое отношение к ним. Второй стадией была стадия удивления. Затем, представьте себе, что настала третья стадия страха. Да хватит уже, хватит! Нет, не страх этих статей, поймите, а страха перед другими, совершенно не относящимися к ним или к роману вещами. Так, например, я стал бояться темноты. Словно наступила стадия психического заболевания. Стоило мне перед сном потушить лампу в маленькой комнате, как мне казалось, что через оконце влезает какой-то спрут. Спрут с очень длинными и холодными щупальцами. Это было в сумерки, в половине октября. Я лег на диван и заснул. Проснулся от ощущения, что спрут здесь. Я лег заболевающим и проснулся больным. Я стал человеком, который уже не владеет собой. В каком-то смысле можно утверждать, что я заразен. Если обошлись в рисунках, перьях, комочках сбившихся от страха взглядов, я вхожу в вагон и говаляю, как верблюд, которому подрезали колени, я черным сапогом уперся в пол и взглядом в потолок. И поезд тронулся. И не упал. Догадайся, что со мной случилась беда. Приди. Но никто не шел. И тут случилось последнее. И рядом замерла в колодках красных, переполненная криком истерия. И под ударом ног об пол скружилась, и мир затанцевал ей в такт. И ярко, словно умирающая искра, светилась блестка на носу. И в предвидельных днях зажглась немного пьяная звезда. И пустота с укором посмотрела в пустоту. И разрыдались слоги никогда. Это я. Я вас ненавидел, этот роман. Я вас ненавидел. Я болен. Мне страшно.
За что это? За что? Но я спасу тебя. Я спасу тебя. Я вылечу тебя. Я вылечу. Ты восстановишь его, вот как приходится платить за ложь. Но я не хочу больше лгать. Завтра я скажу ему, что люблю другого и навсегда вернусь к тебе. Слышишь? Утром я буду на тебя. У тебя не бойся. Потерпи несколько часов. Завтра утром я буду у тебя. Какие были ее последние слова в моей жизни. Через четверть часа после того, как она покинула меня, ко мне в окна постучали. Ко мне в окна постучали. Я неизлечим. Я знал, что эта клиника уже открылась. И через весь город пешком пошел в нее. Безумие. И вот уже 4 месяца, как я здесь. И знаете ли, нахожу, что здесь очень и очень неплохо. Перед ней легло бы письмо из сумасшедшего дома. Разве можно посылать письма, имея такой адрес? Душевно больной. Сделать ее несчастной? Нет, на это я не способен. Бедная женщина. Впрочем, у меня есть надежда, что она забыла меня. Этого быть не могло. Она его, конечно, не забыла. Тьма, сошедшая с Средиземного моря, накрыла ненавидимым прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней. Пропал Ершалаим, великий город, как будто не существовал на свете. Если ты сослан, то почему не даешь знать о себе? Но ведь дают же люди знать о себе. Ты разлюбил меня? Я почему-то этому не верю. Значит, ты сослан и умер. Тогда умоляю, прошу тебя, дай мне свободу жить, дышать воздухом. Какие странные похороны. Интересно, кого это хоронят с такими удивительными лицами? Берлиоза Михаила Александровича, председателя Массолита. Да, везут покойника, а думают только о том, куда девалась его голова. Какая голова? Да, извольте видеть. Сегодня утром в Грибоедовском зале голову у покойника стащили из гроба. Как такое может быть? Черт его знает как. А я, впрочем, полагаю, что об этом бегемота не худо было бы спросить. До ужаса ловко сперли. Такой скандальщик, Берлиоза. И главное, непонятно, кому и на что она нужна, эта голова. Позвольте, какой Берлиоз? Так стало быть, это литераторы идут за гробом? Ну, натурально они. А вы их знаете в лицо? Всех до единого. Скажите, нету ли среди них критика Латунского? Как же его может не быть? Вон он с краю, в 4-м ряду. Это блондин-то? Пепельного цвета. А видите, он глаза вознес к небу. А вы, как я вижу, ненавидите этого Латунского, Маргарита Николаевна. Вы меня знаете? Я вас не знаю. Откуда ж вам меня знать? А между тем я к вам послан по делу. По делу? Понятно. С этого и надо было начинать. Вы хотите меня арестовать?
Нет, что это такое. Просто есть к вам дело. Меня прислали, чтобы вас сегодня вечером пригласить в гости. Вы бредите. Какие гости? К одному очень знатному иностранцу. Новая порода появилась. Уличный сводник. Вот, спасибо за такие поручения. Дура! Мерзавец. Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Пропал Ершалаим, великий город, как будто не существовал на свете. Так пропадите живы пропадом со своей обгоревшей тетрадкой и сушеной розой. Сидите здесь на скамейке одна, умоляете его, чтобы он отпустил вас на свободу, дал дышать воздухом, ушел бы из памяти. Послушайте, но про листки еще можно было узнать, но откуда вы смогли узнать мои мысли? Черт возьми, скажите, кто вы такой? Зовут меня Азазелла. Но ведь это вам все равно ничего не говорит. Что? Вы что-нибудь знаете о нем? Ну, скажем, знаю. Молю, скажите мне, пожалуйста, только одно. Он жив? Не мучите. Ну, жив, жив. Боже. Пожалуйста. Без волнений и вскрикиваний. Простите. Я, конечно, очень рассердилась на вас, но поймите, когда женщину на улице приглашают в гости, у меня нет предрассудков. Просто понимаете, мой муж, моя драма в том, что я живу с человеком, которого не люблю, но портить жизнь считаю ему делом недостойным, понимаете? Прошу вас минутку помолчать. Я приглашаю вас к иностранцу совершенно безопасному. И ни одна душа не будет знать об этом посещении. Вот за это я вам ручаюсь. Зачем я ему понадобилась? Вы об этом узнаете позже. Понятно. Я должна ему отдаться. Любая женщина в мире, могу вас уверить, мечтала бы об этом. Но я вас разочарую, этого не будет. Что за иностранец такой? И какой мне интерес идти к нему? Интерес-то очень большой. Вы воспользуетесь случаем. Вы хотите сказать, что там я смогу узнать о нем? Я еду куда угодно. Ну, поехали, что же вы стоите? Ах, трудный народ эти женщины. Зачем меня, например, послали по этому делу? Пусть бы ездил бегемот, он обаятельный. Послушайте, ну зачем вы меня мучаете загадками? Я человек несчастный, вы пользуетесь этим, лезя в какую-то историю только потому, что вы поманили меня словами о нем. Без драм, без драм. В мое положение тоже нужно входить. Пристрелить кого-то – это моя прямая специальность. А разговаривать с влюбленными женщинами – слуга покорный. Ведь я вас полчаса уже уламываю. Так едете? Еду. Тогда потрудитесь получить. Она вам пригодится, Маргарита Николаевна. Вы порядочно постарели от горя за последние полгода. Сегодня вечером, ровно в 9:30, потрудитесь натереть этой мазью лицо и все тело. Дальше делайте, что хотите, но не отходите от телефона. Ровно в 10 я вам позвоню и все, что нужно, скажу. Понятно? Понятно. Вещи из чистого золота, видно, по тяжести. Я прекрасно понимаю, что меня тянут в какую-то темную историю, за которую я еще очень поплачусь. Что ж это такое? Вы опять отдайте обратно? Да не отдам. Отдайте обратно! Я не отдам. И к черту, пусть посылают бегемота! Черт! Так, спокойно, все, я еду, я готова проделать эту ерунду с натиранием мазью, я готова идти к черту на кулички. Не отдам, слышите? Не отдам!
выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих. Так поражает молния, так поражает финский нож. И скоро стала эта женщина моей тайной женой. Никто не знал о нашей связи. Не знал ее муж. Не знали знакомые. Она приходила ко мне каждый день, а ждать ее я начинал с утра. Она входила в калитку один раз, а биение сердца до этого я испытывал не менее 10. Она входила в калитку один раз, а биение сердца до этого я испытывал не менее 10. Я тебе сказку расскажу. Была на свете одна тетя, и у нее не было детей. И счастья вообще тоже не было. И вот она сперва долго плакала, а потом стала злая. Да. Говорит Азазелла. Милая Азазелла. Пора. Вылетайте. Когда будете пролетать над воротами, крикните «Невидимо». Потом полетайте немного над городом, чтобы попривыкнуть, и затем на юг. Вон из города и прямо на реку. Вас ждут. Прощайте. Я улетаю навсегда. Невидимо. Невидимо! Маг, регент, чародей, переводчик, или черт его знает, кто на самом деле, словом, Коровьев. Разрешите мне представиться вам. Коровьев! Вас удивляет, что нет света? Ха! Экономия, как вы, конечно, подумали. Пусть первый же попавшийся палач оттяпает мне голову, если это так. Просто мессир не любит электрического света, и поэтому мы дадим ему в самый последний момент. Ну, к делу, Маргарита Николаевна. Вы женщина весьма умная. И, наверное, уже догадались, кто наш хозяин. Да. Ежегодно мессир дает 1 балл, который называется весенним баллом полнолуния или баллом 100 королей. Народу! Впрочем, скоро вы сами в этом убедитесь. Присаживайтесь.
Где же мои манеры? Дайте руку. Что вы делаете? Как известно, мессир холост. Но нужна хозяйка. Ну, согласитесь сами, как без хозяйки? Установилась традиция. Хозяйка бала должна непременно носить имя Маргариты. Это во-первых. А во-вторых, она должна быть местной уроженкой. А мы, как вы можете заметить, путешествуем и в данное время находимся в Москве. 121 Маргариту нашли вы в Москве. И верите, ни одна из них не подходит. И, наконец, счастливая судьба. Короче, Совсем коротко. Вы не откажетесь взять на себя эту обязанность. Не откажусь. Кончено. Прошу за мной. Я бы хотел посоветовать вам, Маргарита Николаевна, никогда и ничего не надо бояться. Но ведь это же так неразумно. Что ж, Маргарита Николаевна, мы пришли. Смелее. Приветствую вас, королева. Вылезай, партия отменяется, прибыла гостья. Ни в каком случае. Ни в каком случае. Мессир. Ни в каком случае, мессир. Я прошу вас не прерывать партию. Я полагаю, что шахматные журналы заплатили бы недурные деньги, имея возможность ее напечатать. Ну уж если вы так очаровательно и любезны, так будем без церемонии. Долго там это будет продолжаться, а? Мяу! Вылезай, окаянный Ганс. Не могу коня найти. Ускакал куда-то. Вместо него одна лягушка попадается. Никакой лягушки там не было. Оставь эти дешевые фокусы для вреды. Если ты сейчас же не появишься, мы будем считать, что ты сдался, проклятый дезертир. Ни за что, мессир. О, шарман. Рекомендую вам. Это я видеть не могу этого шута Горохова. Да что ж это похоже, а? Зачем ты позолотил усы? На кой черт тебе нужен галстук, если на тебе нет штанов? Ой, а что никакой не полагается, мессир? Но усы... А что усы, мессир? Усы я припудрил, вот и все. Другой разговор был бы, если я побрился. Да уж, бритый кот — это совсем безобразие. 1000 раз согласен признать это. Мессир, я вижу, что ко мне применяются какие-то придирки. И передо мной стоит серьезнейшая проблема. Быть ли мне вообще на этом балу? Что вы скажете, мессир? Мошенник, а? Мошенник! Каждый раз, когда партия его в безнадежном положении, он начинает заговаривать зубы, подобно самому последнему шарлатану. Ну, садись немедленно и прекрати эту словесную почкотню. Мессир, я сяду. Но возражу по поводу последнего. Речи мои отнюдь не являются почкотнёй, как вы изволили выразиться в присутствии этой дамы. А это вереница плотно увязанных силлогизмов. Шаг королю! Пожалуйста.
Итак, рекомендую Дона вам мою свиту. Этот валяющий дурака кот-бегемот. С Азазеллой и Коровьевой мы уже познакомились. Но долго это будет продолжаться, а? Шах королю. Месье, я в замешательстве. Но шаха королю нет и быть не может. Повторяю, шах королю. О, месье, переутомились вы. Нет шаха королю. Король на клетке Г2. Секундочку. Ужас! Какой ужас на этой клетке! Нет короля! Что такое? Подлец, а? Месье, я взываю к вашей логике. Если вы объявляете шах королю, а короля на доске нет, то шах признается недействительным. А? Ты сдаешься или нет? Разрешите, я подумаю. Сдаюсь. Убить упрямую тварь. Тихо, тихо, тихо! Я сдаюсь лишь только потому, что не могу продолжить играть в атмосфере травли со стороны завистников. Пора. Нога разболелась. А тут еще бал. Приближенные утверждают, что это ревматизм. Но я сильно подозреваю, что это боль в колене, оставлена мне на память одной очаровательной ведьмой, с которой я близко познакомился в 1573 году. Как такое может быть? Вздор. Лет через 300 это пройдет. Кстати, скажите, а вы не страдаете ли чем-нибудь? Быть может, у вас есть какая-нибудь печаль, отравляющая душу тоска? Нет. Ничего такого нет, месье. К тому же, когда я у вас, теперь я чувствую совсем хорошо. Кровь. Великое дело. Ничего, ничего, ничего. Ну, ничего не поделаешь. Надо. Королева, позвольте дать вам последний совет. Среди гостей будут различные, различные. Но никому, слышите, королева, никому никакого преимущества. Ну вот, даже если кто-то вам не понравится, нет, я понимаю, что вы не выразите этого на своем лице, но даже подумать нельзя. Заметят в тот же миг. Надо его полюбить, слышите, королева? Да, и еще, не пропустить никого. Хоть улыбочку. Если не будет времени бросить словцо или легкий поворот головы, да все что угодно. Но только не невнимание. От этого они хереют. Ну что, поехали? Свет! Крикните ему: «Приветствую вас, король вальсов!» Приветствую вас,
Король вальса. Нет, мало. Смотрите туда, где сидят первые скрипки, и темните так, чтобы каждый думал, что вы узнали его в отдельности. Там только мировые знаменитости. Вот. Очень хорошо. Теперь дальше. А кто дирижер? Сам Иоганн Штраус. И пусть меня повесят в тропическом саду на лиане, если где-либо на балу, когда-либо играл такой оркестр. Я его приглашал, и заметьте, никто не заболел, никто не отказался. Где же гости? Будут, королева, будут. Придет время, в них недостатка не будет. Но, право, я бы предпочел рубить дрова, нежели принимать их здесь, на площадке. Что значит рубить дрова? Я бы хотел служить кондуктором в траве. А это хуже этой работы нет ничего на свете. До полуночи менее 10 секунд. Сейчас начнется. Можно я дам сигнал? Давай. Это же вы! Это вы! Это действительно вы, господа, это он! Это он! Обратите внимание, да, это он, тот самый! Прошу вас, встаньте! Не надо стесняться, вставайте, я вас узнал! Улыбнитесь! Нет, я ошибся. Сядьте и впредь не выделяйтесь. Так, прошу вас, королева, представляю вам господин Жак с супругой, один из интереснейших мужчин. И очень сильных. Нет, не делайте этого. Я бы на вашем месте был осторожней, ведь он убежденный фальшивомонетчик, государственный изменник, но очень недурной алхимик. Кстати, прославился тем, что отравил любовницу короля. Это не с каждым бывает, но все же посмотрите, как улыбчив и красив. Я в восхищении! Да королева в восхищении! Да мы в восхищении! Что ж, подержите, пожалуйста. Я вижу здесь свою судьбу. Я нашел свою судьбу. Сколько лет, сколько зим. Позвольте мне поцеловать вашу руку. Да, вот эту. Вот ведьма. 300 лет прошло, до сих пор не может забыть, как бросил ее одну на Лысой горе. Ничего, продолжим. Вам большое спасибо. Кого я вижу? Господин граф Роберт с супругой. Вот там, подальше, да, с бородой граф Роберт с супругой. Вообразите, королева, этот обратный случай был любовником королевы и отравил свою жену. Представьте себе, мы рады, граф. Зовите. Королева. Так, секундочку предсказаний. Вам нужно меньше курить. А вот вам аккуратнее будьте с водой, особенно с газировкой. Не ешьте вокзальные беляши. Друг, беги от нее. Представляю вам, королева, очаровательнейшая и солиднейшая дама, госпожа Тофанна. Да. Была необыкновенно популярна среди молодых неаполитанок и жительниц Палермо. В особенности среди тех, кому надоели их мужья. Скажите, королева, а может быть так, что муж надоел? Я в восхищении. Так вот, госпожа Тофанна входила в положение этих бедных дам и продавала им какую-то воду в пузырьках. Ассистент, жена вливала эту воду супругу в суп, тот съедал его и чувствовал себя превосходно. Как чувствуете себя? Превосходно. Правда, через пару часов ему очень начинало хотеться пить. Ой.
Потом он ложился в постель, и через день свободная, очаровательная неаполитанка была свободна, как ветер. Прошу дальше. Осторожней, скоро все это закончится. А вот там, видите, эта скучная женщина Фрида обожает балы и хочет пожаловаться на свой платок. Какой платок? К ней камеристка приставленная, уже 30 лет кладет к ней на столик платок. Уж она его сжигала в печи, топила в реке, но ничего не помогает. Какой платок? Да синий, каемочкой платок. Раньше, когда она служила в кафе, хозяин кафе однажды заманил ее в подсобку, а через 9 месяцев она родила мальчика. Отнесла мальчика в лес и засунула ему в рот платок. А потом закопала мальчика в земле. На суде она говорила, что им нечем кормить ребенка. Так. А где же хозяин кафе? Королева, позвольте задать вам вопрос. А при чем здесь хозяин кафе? Еще раз мешаешься в разговор, когда тебя не спрашивают. Он же не душил младенца в лесу. Все, королева, я молчу. Я рыба, а не кот. Рыба! Поцелуйте ушко. А я рада вас видеть. Очень рада. Вы любите шампанское? Что вы изволите делать, королева? Ведь выйдет Сатурн. Так напейтесь сегодня пьяным. И ни о чем не желайте. Я в восхищении! Королева в восхищении! Мы в восхищении! No.
Вас очень измучили. Нет, месье. Ноблес оближ. Это водка. Ну что вы, моя королева, разве бы я мог налить даме водку? Чистый спирт! Смело пейте. Ночь полнолуния праздничная, а ночью я ужинаю в тесной компании приближенных и слуг. Итак, как чувствуете вы себя? Как прошел этот утомительный бал? Превосходно! Все очарованы, влюблены, все разоблены. Сколько такта, сколько умения, обаяния, а шарма сколько! Ну, королева, убить упрямую тварь! Яснее. А я вот одного не могу понять. Чего? 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 Неужели снаружи не слышно музыки и грохота этого бала? Конечно, не было слышно. Это надо делать так, чтобы не было слышно. Еще Это надо поаккуратнее делать. себя. А интересно, если вас придут арестовывать? Придут. Обязательно придут. Но не сегодня, не сейчас. И ничего интересного не будет. Вы, верно, хорошо стреляете. Подходящий. А на сколько шагов? Смотря по тому... Ага. Одно дело попасть молотком в стекло критику Латунскому, и совсем другое дело ему же в сердце. В сердце. А что это за критик Латунский? Есть, месье. Один такой критик. Сегодня вечером я разгромила его квартиру. Вот те раз. А зачем? Он, месье, погубил одного мастера. Ну а зачем же самой-то трудиться? Мессир, разрешите я голову. Да сидите. Да сиди ты. Я сам съезжу. Нет. Нет, месье, умоляю, не делайте этого. Как угодно. Как угодно. На чем это мы с вами остановились, драгоценная королева Марго? Ах, да! Сердце. Ассистент. В сердце он попадает с первого раза. В любое предсердие или в любой из желудочков. Они же закрыты. А в том-то все и дело, что закрытый. В том-то вся и соль. А в открытый предмет попасть может каждый. Продемонстрирую. Выберите карту. А теперь наметьте эту семерку пик. Прекрасно. Ваш выход, маэстро. Так. Не желала бы я встретиться с вами, если бы у вас в руках был револьвер. Драгоценная королева Марго, я бы не желал встретиться с ним, даже если у него в руках и нет револьвера.
Я берусь перекрыть рекорд семеркой. Работаем в связке. Ага. Правее. Я сказал не бей. Ниже. Ниже. Как слышишь, выше. Стреляй сердцем, не разумом. Сейчас! Я не могу стрелять, когда мне говорят под руку! Держу пари, что он проделал эту штуку нарочно. Он стреляет порядочно. Да. Этого не может быть. Мессир, этого не может быть! Пожалуй, мне пора. Поздно. Куда же вы спешите? Пора. Благодарю вас, мессир. Всего хорошего, мессир. Сядьте-ка. Быть может, хотите что-нибудь сказать на прощание? Нет, мессир. Ничего. Кроме того, что если я еще нужна вам, то я охотно исполню все, что угодно. Я очень веселилась на этом балу. И если бы он продолжался, я охотно представила бы свое колено тысячевисельникам и убийцам. Верно. Вы совершенно правы. Так и надо. Мы вас испытываем. Никогда и ничего не просите. Никогда и ничего. И в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут. Садитесь, гордая женщина. Итак, чего вы хотите за то, что сегодня вы были у меня хозяйкой? Каковы убытки от моих гостей, которых вы сейчас наименовали висельниками? Говорите. И теперь уж говорите без стеснения, ибо предложил я. Стало быть, я могу попросить только об одной вещи? Потребовать. Потребовать, моя Донна, одной вещи. Смелее. Я хочу... Я хочу... Я хочу, чтобы Фриде перестали давать платок, которым она удушила своего ребенка. Ввиду того, что возможность получения вами взятки от этой дуры Фриды совершенно, конечно, исключена, я уж не знаю, что делать. Вы, судя по всему, человек исключительной доброты, высокоморальный человек. Нет, месье. Я знаю, что с вами можно говорить только откровенно. И откровенно вам скажу. Я легкомысленный человек. Я попросила вас за Фриду лишь только потому, что имела неосторожность дать ей твердую надежду. Она ждет, мессир. Она верит в мою мощь. Если она останется обманутой, я не буду иметь покоя всю жизнь. Ничего не поделаешь. Так уж вышло. Ну, это понятно. Так вы сделаете это? Ни в коем случае. Дело в том, дорогая королева, что тут произошла маленькая путаница. Каждое ведомство должно заниматься своими делами. Не спорю, наши возможности довольно велики, они гораздо больше, чем полагают многие не очень зоркие люди. Да уж, гораздо больше. Да молчите
черт тебя возьми, а? Ну просто какой смысл в том, чтобы сделать то, что полагается делать другому, как я выразился верностью? Мессир! Да сядь ты наконец, а? И так я этого делать не буду. А вы сделаете сами. А разве, по-моему, случится? Да делайте же вот мучение. Ну, Фрида. Фрида! Тебя прощают и больше не будут подавать платок. Благодарю вас, мессир. Благодарю. Всего хорошего. Ну что ж, бегемот, не будем наживать на поступки непрактичного человека в праздничную ночь. Это не в счет. Я ведь ничего не делал. Что вы хотите для себя? Алмазная Донна, на сей раз я бы вам посоветовал быть благоразумнее, а то фортуна от вас может и ускользнуть. Я хочу, чтобы мне сейчас же, сию минуту, вернули моего любовника мастера! Не бойся, сделайте что-нибудь, пожалуйста, я прошу. Я умоляю. Остановите меня. Не бойся. Не плачь, Марго, не плачь, не терзай меня, не терзай. Я тяжко болен. Не страшно, у меня опять начались галлюцинации. Я с тобой. Вот. Его хорошо отделали. Налей ему чего-нибудь выпить. Не бойся. Пожалуйста, не бойся. Выпей. Выпей, поверь мне, они тебе помогут. Ну это ты, Марго. Не сомневайся. Это я. Смотрите-ка, он уже приходит в себя. Еще. Ну вот другое дело, теперь поговорим. Кто вы такой? Я теперь никто. Откуда вы сейчас? Из дома скорби я душевно больной. Ужасные слова. Ужасные слова. Мессир, он мастер, я вас предупреждаю об этом. Вылечите его, он стоит этого. Вы знаете, с кем вы сейчас говорите, у кого вы находитесь? Знаю, но гораздо спокойнее было посчитать вас
плодом галлюцинации. Извините меня. Ну что ж, если спокойней, то считайте. Опомнись, это действительно он. А я действительно похож на галлюцинацию. Вы посмотрите на мой профиль в лунном свете. Все, молчу. Я теперь буду молчаливой галлюцинацией. Почему Маргарита называет вас мастером? Это простительная слабость. Она слишком высокого мнения о том романе, который я написал. О чем роман? Роман о Понтии и Пилате. О чем? О ком? Вот теперь это потрясающе. И вы не могли найти другой темы? Дайте-ка посмотреть. Я, к сожалению, не могу этого сделать, потому что я сжег его в печке. Простите, не поверю, этого не может быть. Рукописи не горят. Ну-ка, бегемот, дай сюда роман. О, Это она, твоя рукопись. Все силы. Все силы. И ночью при луне мне нет покоя, затем потревожили меня. Пожалуйста, скажите, почему ему не помогает лекарство? Налейте еще стаканчик, и я с вами за компанию. Теперь все ясно. совершенно ясно. Азазела, ты что-то сказал? Я говорю, что тебя хорошо было бы утопить. Саро, пожалуйста, не наводи на эту мысль нашего повелителя. Ну же, Маргарита, говорите все, что вам нужно. Разрешите мне с ним пошептаться? Нет, поздно. Ничего в жизни меня не интересует, кроме того, чтобы видеть тебя. Ведь минуту оставь меня. Оставь меня, ты пропадешь со мной. Нет, я не оставлю тебя. Мессир, я прошу вас. Я умоляю, верните нас обратно в подвал, в переулке на Арбате. И чтобы лампа загорелась. И чтобы все стало как было. Не слушайте бедную женщину, мессир. В этом подвале уже давно живет другой человек. Вообще не бывает так, чтобы все стало как было. Не бывает, вы говорите. Это верно. Но мы попробуем. А меня все равно в больнице хватятся. Чего же не будут хвататься? История болезни вашей? Да. Как говорится, нет документа, нет и человека. Вот это вы верно сказали, что раз нет документов, нет и человека. Вот именно меня-то и нет. У меня нет документов. Думаете, что это галлюцинация? Вот он ваш документ. И, кстати, ваш документик тоже. Все, мессир. Теперь все оставьте меня одного с ним. Так стало быть, в Арбатский подвал? А кто ж будет писать, а? О мечтаниях, вдохновении? У меня больше нет никаких мечтаний. И вдохновения тоже нет. Ничто меня вокруг не интересует, кроме нее. Меня сломали. Мне скучно. Скучно. Я хочу в подвал. Ну, ваш роман Пилат. Он мне ненавистен, этот роман. Я слишком много испытал из-за него. Пожалуйста, умоляю, не говори так. Ну за что ты терзаешь меня? Ты же знаешь, что всю свою жизнь я вложила в твою работу. Не слушайте, пожалуйста, мессир, он слишком измучен. Итак, человек, сочинивший историю Понтия Пилата, уходит в подвал в намерении расположиться там у ламп и нищенствовать. Я сделала все, что могла. Я нашептала ему самое соблазнительное. А он отказался от этого. То, что вы ему нашептали, я знаю. Но это не самое соблазнительное. Ну, Маргарита Николаевна, все сделано? Имеете ли вы ко мне какую-нибудь претензию? Что вы? Что вы, мессир? Ну,
Желаю вам счастья. Прощайте, месье. Прощайте. Прощайте, месье. Прощайте. До свидания. Какой интересный город, не правда ли? Мессир, мне больше нравится Рим. А это дело вкуса. А от чего это дым там на бульваре? Это горит Грибоедов. Надо полагать, это неразлучная парочка Коровьев и Бегемот побывала там. В этом нет никакого сомнения. Мессир. Ба! Менее всего можно было ожидать тебя здесь. Ты с чем пожаловал? Незваный, но предвиденный гость. Я к тебе, дух зла и повелитель теней. Если ты ко мне, то почему же ты не поздоровался со мной, бывший сборщик податей? Потому что я не хочу, чтобы ты здравствовал. Но тебе придется примириться с этим. Ты принес свои слова так, как будто ты не признаешь теней, а также зла. Не будешь ли ты так добр подумать над вопросом? Что бы делало твое добро, если бы не существовало зла? И как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое? Из-за твоей фантазии наслаждаться голым светом? Беглун? Ну говори кратко, не утомляй меня, зачем появился? Он прислал меня. Что же он велел передать тебе, раб? Я не раб. Я его ученик. Итак, Он прочитал сочинение мастера и просит, чтобы ты взял мастера с собой и наградил его покоем. Неужели это трудно тебе сделать, дух зла? мне ничего не трудно, и тебе это хорошо известно. А что же вы не берете его к себе в свет? Он не заслужил света. Он заслужил покой. Передай, что будет сделано, и оставь меня, наконец. Он просит, чтобы ту, которая любила и страдала из-за него, вы взяли бы тоже. Без тебя бы мы не догадались, уходи. Лети к ним и все устроим.
человек, и сумасшедшая не была. Ты серьезно уверена в том, что мы вчера были у сатаны? Совершенно серьезно. Конечно. Конечно. Теперь стало быть налицо вместо одного сумасшедшего двое. И муж, и жена. Черт знает, что такое, черт. Ой, не могу, просто посмотри, на что ты похож. Да, ты очень верно заметил, мой милый, черт знает, что такое. И знаешь, черта, все я устроил. Как я счастлива, 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 что вступила с ним в сделку, дьявол. Дьявол, теперь вам придется, мой милый, жить с ведьмой. Ты действительно стала похожа на ведьму. Да, я ведьма и очень этим довольна. Хорошо, ведьма так ведьма. Очень славно и роскошно. Скажите мне ради всего святого, чем и как мы будем жить? Как ты страдал. Как ты страдал, мой бедный. Об этом знаю только я одна. Смотри, у тебя седые нитки в голове. Мой милый, мой единственный. Не думай ни о чем. Ты слишком много думал, а теперь думать за тебя буду я. И я тебе клянусь, все будет ослепительно хорошо. Мне жалко тебя, Марго, опомнись. Зачем тебе ломать свою жизнь с больным и нищим? Вернись к себе. Значит так, несколько месяцев я сидела в темной каморке и мечтала только об одном, о грозе над Ершалаимом. Я выплакала все глаза, и когда на нас обрушилось счастье, ты гонишь меня? Они опустошили тебе душу. Довольно. Довольно, ты меня пристыдила. Я никогда больше не допущу малодушия. И не вернусь к этому вопросу. Будь покойна. Я знаю, что мы оба жертвы своей душевной болезни, которую я, возможно, передал тебе. Ну что ж, вместе и понесем ее. Я клянусь тебе своей жизнью. Все будет хорошо. Конечно. Конечно. Когда люди совершенно ограблены, как мы с тобой, они ищут спасения у потусторонней силы. Что ж, согласен искать там. Видишь, нас не оставляют. Как я рада. Я никогда не была так рада в жизни. Уютный подвальчик, черт меня возьми. Да. Один только вопрос возникает. А чего в нем делать, в этом подвальчике? Про это же самое я и говорю. Ну зачем вы меня тревожите, Азазела? Как-нибудь? Что вы. Я и в мыслях не имела вас тревожить. Я и сам говорю. Как-нибудь. А, да. Чуть не забыл. Мессир передавал вам привет. А также велел сказать, что приглашает вас сделать с ним небольшую прогулку, если вы, конечно, пожелаете. Так что же вы на это скажете? С большим удовольствием. Мы надеемся, что и Маргарита Николаевна не откажется от этого. Ну, уж я-то, наверное, не откажусь. Чудеснейшая вещь. Вот это я люблю. Раз, два и готово. Не то, что тогда в Александровском саду. Ну, не вспоминайте, Азазела, я была тогда глупа. Но посудите сами, не каждый день встречаешься с нечистой силой. Ах, да. Опять-таки забыл. Совсем замотался. Ведь мессир прислал вам подарок. Бутылку вина. Прошу заметить, что это то самое вино, которое пил прокуратор Иудей. Фалернское вино. Здоровье Воланда.
Все в порядке. За что, Зазела? Что вы сделали со мной? Этого я от вас не ожидала. Убийца. Да нет же, нет, сейчас он встанет. Как, зачем вы так нервны? Отравить. Ах, оскорбление является обычной наградой за хорошую работу. Неужели вы слепы? Ну, прозрейте же скорее. Что же означает это новое? Оно означает, что вам пора. Уже гремит гроза, слышите? Темнеет. Прощайтесь с подвалом. Прощайтесь скорее. Я понял, вы нас убили. Мы мертвы. Как это умно, как это вовремя. Теперь я понял все. Ах, вас ли я слышу? Ведь ваша подруга называет вас мастером. Мастером. Ведь вы мыслите. Как же вы можете быть мертвы? Неужели для того, чтобы считать себя живым, нужно непременно сидеть в подвале, имея на себе рубашку и больничные кальсоны? Это смешно. Не продолжайте, я понял все, вы 1000 раз правы. Великий Воланд, он придумал все гораздо лучше, чем мы. Только Роман, прошу, Роман, возьми с собой, куда бы ты ни летел. Не надо, я помню его наизусть. Да ты ни слова не забудешь. Я тебе ничего и никогда не забуду. Пришлось мне вас потревожить, Маргарита Николаевна и мастер. Но вы не будьте на меня в претензии. Не думаю, чтоб вы об этом пожалели. Ну что ж, попрощайтесь с городом. Нам пора. Навсегда. Это надо осмыслить. Мэтр, а можно я свистну перед скачкой на прощание? Не нужно, ты можешь испугать даму. Нет, месье, разрешите ему. Пусть он свистнет. Меня охватила такая грусть перед дальней дорогой. Но ведь это естественно. Даже когда человек понимает, что в конце его ждет счастье. Ну что ж, все счета оплачены. Прощание совершилось. Совершилось. Пора. Сегодня встреча, но двери закрыты, где ключ не знаю. Мое сердце, как солнце, легло на плечи. И что сказать мне тебе, родная? На звонки не отвечу, потому что помню, да и ты ничего про нас не забыла. Как разобраться с тем, что было, и я не проснулся, я экономлю. Возможно ли снова эту жизнь прожить без тоски и тревоги, вернуться к началу, пройтись легко по своей первой дороге, поцеловать любовь в 9 классе, поздравить свою первую песню на старой убитой трассе. Мои ошибки, мои провалы, к сожалению, уже не исправить. Мое сознание, его подвал, куда-нибудь подальше от всех отправить. Как победить в проигранной драке, как извиниться перед тем, кто не с нами. В этом дождливом осеннем мраке
Я что-то увидел в оконной раме, но в раю одиноко, в вашем раю Бога нет. Там скучно, там пусто, тебя слишком мало. Не работает чайник, все подорожало, от нектара понос, от гламура и шока. Никуда не свернуть, там прямая дорога, одна золотая дорога. Без тоски и тревоги, вернуться к началу, пройтись легко по своей первой дороге, поцеловать любовь в 9 классе, поздравить свою первую песню на старой убитой трассе. Но в раю одиноко, в вашем раю Бога нет. Там скучно, там пусто, девушка мало, не работает чайник, все подорожало. Никуда не снижать, там царит безнадега, одна кольцевая дорога. Возможно ли снова эту жизнь прожить, без тоски и тревоги, вернуться к началу, пройтись легко по своей первой дороге, поцеловать любовь в 9 классе, поздравить свою первую песню на старой убитой трассе. Но в раю одиноко, в вашем раю Бога нет. Там скучно, там пусто, тебя слишком мало. Не работает чайник, все подорожало, никуда понос, от гламура и шока. Никуда не свернуть, там царит безнадега, одна кольцевая дорога. Слушай беззвучие, слушай и наслаждайся тем, чего тебе не давали в жизни. Тишиной. Вон твой вечный дом, который тебе дали в награду. Я уже вижу венецианское окно и вьющийся виноград. Он поднимается к самой крыше. Вон твой дом, твой вечный дом. Завтра к тебе придут те, кого ты любишь, кем интересуешься, и кто тебя не встревожит. Они будут петь тебе, они будут играть тебе, и ты увидишь, какой свет в комнате, когда горят свечи. Ты будешь засыпать, надевший свой засаленный вечный колпак. Ты будешь засыпать с улыбкой на лице. Сон укрепит тебя. А прогнать меня ты уже не сможешь. Беречь твой сон буду я.
Республики Беларусь Вера Валернова. Режиссер-постановщик Татьяна Самбук, Москва.